Сегодня без флага, завтра вообще без страны будет. Искусственные роды прямо накануне старта. Нужно, чтобы были зачаты руководители в футболе. И, в общем, Олимпиада превратилась из такой вселенской забавы в такие локальные праздники распила средств. Минск будет скоро столицей США. Что это происходит? Ничего. Это все. Стырили все, что могли. Это бесперспективно сегодня. Быстро пробежал, молодец. Я сяду в машину, тебя обгоню все равно. Я в школу ездил на такси. Меня раскрутили ногами вот так в кольцах, поставили, я вот так пошел. Где, скажите мне на милость, спорт? $1 миллиард, да? Ну, Александр Николаевич бы бутсы бы не зашнуровал за такую зарплату. Он выхватил у судьи красную карточку и съел. Я так плохо выглядел? Ты там за кого играл? За один из отрядов. Чемпион зоны, на секундочку. Доказывали нашими победами преимущество социалистической системы над капиталистической. Представляете, как огненно это все дышало победой. Семья на семью рубятся, там папа, мама, сын, папа, мама, дочь. Как это все было скучно, уныло. У него мечта сбылась. Он играл за Интер Баку и за Арсенал Киев. Уже потемнело, и тебе говорят, тебя мама искала, и ты думаешь, все. Да капец. Да. И эта диктатура привела к тому, что теперь мы вообще выступаем под нейтральным флагом. Какое солнце, Ворша, ты мне скажи. Давайте за белорусский спорт. Ничего, кайся. Хоп. 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 Олимпиада. Помните эту Олимпиаду, где в 4 раза бюджет увеличили, потом отбили кое-как 6% вложений, стадион построили, потом выкопали озеро, на берегу озера финские бани, какие-то кафе. На 540 тысяч квадратных метров построили 150 помещений. А потом открытие Олимпиады, и единственный факелоносец принес факел и поджег огонь. Но я думаю, что вы их вряд ли помните, эти игры. Это Олимпийские игры 1936 года, которые Йозеф Геббельс провел для своего директора Адольфа Гитлера. Раньше я был фанатом Олимпийских игр. Теперь нет, мне не интересно. Ну, в принципе, не интересно. Не только мне. Потому что падение интереса происходит во всем мире. Все меньше билетов покупаются, все меньше денег отбивается. И, в общем, Олимпиада превратилась из такой вселенской забавы в такие локальные праздники распила средств. Когда мы едим неполезную пищу, то у нас ширится здесь. Ну, в общем, у нас ширится. И поэтому я стал переходить к всяческим полезным продуктам, коим является кролик. Вы знаете, что белок кролика, он усваивается на 90%, а говядина только на 60%. Вот такая история, поэтому кролик. Нагреваю сотейник. Режу на небольшие кусочки, но не на маленькие, потому что это не то, чтобы рагу. Вот эти средние куски, они очень хороши, они поддерживают ту сочность и при этом не сохнут. Значит, добавляю оливковое масло и туда же добавляю сливочное. Мы обжариваем кролика в сотейнике, но мы его только обжариваем, доводим его где-то до полуготовности, если даже не меньше. То есть просто он должен подрумяниться со всех сторон. Я был на многих Олимпиадах, к слову сказать, несмотря на то, что я к спорту не имею ровным счетом никакого отношения уже. Я когда-то занимался фехтованием, был кандидат в мастера спорта, но это дело уже к армии закончилось. Так вот, почему я был на Олимпиадах? Потому что я был гражданином, естественно, Беларуси и жил в городе Минске. А Минск в 80-м году был одним из городов, в котором проходила Олимпиада. И вот проходила она тогда в 5 городах. Это Москва, Ленинград, Минск, Киев и Таллин. Единственное соревнование, которые проходили в Киеве, Ленинграде и Минске, это был футбол. В Эстонии проходила регата в Таллине, яхты, и все остальное проходило в Москве. И вот тогда уже я почувствовал, что что-то не так с этим мероприятием. Объясню почему. Потому что единственное, что у меня осталось в сознании от того времени, это квас. Это был очень вкусный квас. Он впервые был вот в эти бочки разлит какой-то вкусный квас, и у нас были разовые стаканчики. Это было впервые за всю историю моей жизни.
Как сейчас помню матч Иран-Сирия, представляете, как огненно это все дышало победой, как они рвались к воротам, как это все было скучно, уныло и непонятно, зачем я был на этом матче, потому что болеть мне там было не за кого. Еще одна Олимпиада, на которой я был, это Олимпиада в Лондоне. Но тут мне повезло больше, потому что Белорусский свободный театр был одним из коллективов, который открывал эту Олимпиаду. Мы участвовали в такой культурной Олимпиаде, которая предшествовала открытию, и 37 мировых театров играли 37 пьес Шекспира на 37 языках. Одним из них были мы, Белорусский свободный театр, который играл спектакль «Король Лир» на белорусской, к слову сказать, мове, на сцене Шекспировского театра «Глобус», всемирно известного, в том самом, в котором ставили шекспировские постановки. Вот та Олимпиада мне понравилась больше, потому что больше я тоже ни на одно соревнование не сходила. Вот как мы отыграли, получили прекрасные рецензии, на этом все закончилось, потому что результат никого не интересовал. Где-то процентов, наверное, 30 денег с этих Олимпиад воруются. Это 100%. Потому что, если говорить про Сочинскую Олимпиаду, то там, по-моему, стырили все, что могли, и она превышала чуть не в 5 или в 7 раз по бюджету все похожие Олимпиады, все зимние Олимпиады. Если раньше, когда у нас не было интернета, у нас не было инстаграмов, фейсбуков, и прочих тиктоков, в котором я, кстати, подрабатываю. Вот когда не было, тогда мы все следили за результатами. Я вам мог привести все рекорды за все времена. Там, в прыжках в высоту, шестом, в тройном, каком угодно. Я помню, как прыгнул Боб Бимон на 8 метров 90 сантиметров, перекрыв предыдущий рекорд, по-моему, на 60 с лишним сантиметров. Но сейчас это перестало быть интересным. Единственное, что еще как-то будоражит сознание, это игровые виды спорта. Игровые виды, они как-то еще дают вот это ощущение соревнования. Все остальное не очень интересно. Это раньше мы доказывали нашими победами преимущество социалистической системы над капиталистической. Это было такое соревнование систем, да, и постоянно там первые места занимал Советский Союз или США. На третьем месте бессменно сборная ГДР, которая была сильнее всех в производстве допинга. И даже вот один случай. Вы помните, как наша спортсменка, атлетка Нестеренко пробежала лучше всех на Олимпиаде 100-метровку? Пробежала, хотя до этого никогда так не бегала. И вот она пробежала, и после этого начала болеть. В смысле, не переживать за кого-то, а болеть реально. И больше она никогда никакого результата, даже близко похожего, не воспроизвела. Злые языки говорят, что тогда использовалась методика, которую использовали спортсмены ГДР. Это когда атлетка беременела незадолго до старта, а потом у нее в связи с этой физиологией начинался такой процесс чления организма. И в итоге мы забрасываем теперь сюда лук и чеснок. Лук-шалот. Я люблю лук-шалот. Да, и вот Нестеренко. И после этого, говорят, начинаются очень большие проблемы со здоровьем. Потому что это насилие над организмом. То есть тебе же делают, по сути, искусственные роды прямо накануне старта. Тогда было всем наплевать, что будет происходить с твоим организмом. Главное, чтобы ты принес в копилку нашей сборной эту медаль. Спорт вот этих высоких достижений, он никакого отношения не имеет ни к уровню нашей жизни, ни к нашему добробыту, ни к чему. И тогда же, вот, кстати, большой спорт породил огромное количество анекдотов. Знаете, был один анекдот, который мне до сих пор нравится. Когда комментатор комментирует лыжные гонки и говорит: вот, Галина Кулакова финиширует первой.
И она приносит в копилку нашей сборной золотую медаль. А она ведь еще не знает, что дома, в Ижевске, у нее родилась дочь. Это вот полностью отражает, собственно говоря, вот ту истерию, которая происходила тогда. Никто не понимал, что это происходит и как. Спортсмены тренировались как сумасшедшие на своих этих базах спортивных. Потом показывали какие-то результаты, и им не давали там ни чихнуть, ни... в общем, в итоге получалось, что над ними совершалось какое-то насилие, они приносили результат, за это получали какие-то бонусы, мы, как болельщики, гордились нашей страной, и вот все это закончилось. То есть, если это закончилось буквально, когда мы, там, развалился Советский Союз, то потом это закончилось, когда наша окрепла наша диктатура, и эта диктатура привела к тому, что теперь мы вообще выступаем под нейтральным флагом. Где наша Пугачева? Вот у казахов есть Роза Рымбаева. У Латвии есть Лайма Вайкуле. У американцев был Фрэнк Синатра. У французов Шарль Азнаур. Я могу долго продолжать. Теперь у Израиля есть, кстати, Пугачева, вот. Но у меня вопрос такой, где наша Пугачева? Где наш Синатра? Кто такая наша Вайкуля? Вот эти вопросы мы будем ставить ребром, понимаете? Потому что шутки кончились. Где, скажите мне на милость, спорт? А тем временем лук и чеснок у нас обжариваются, и мы туда же добавляем бекон. Я хочу, чтобы бекон обжарился, дал свой сок, который поможет кролику подпитаться. Хотя мясо диетическое, но у меня два мужчины придут сейчас. Один играет в футбол, пока, к сожалению, снова на любительском уровне, а второй руководит командой на очень высоком профессиональном уровне. Вот они, собственно, оценят этот бекон. Я очень на это надеюсь. А завтра смогут утром пойти на пробежку. Бекон у нас слегка обжарился. Дал сок. Теперь мы добавляем сюда муку. Совсем немного. Вы увидите в рецепте, сколько это по граммовке. Размешиваем быстро, чтобы не создалось никаких комков. И сразу же добавляем сюда бульон. Это бульон куриный. И сразу же добавляем туда вино. Белое. Не берите никогда такие серьезные вина для готовки, потому что пустая трата денег, мало что дает. Главное, чтобы выпарился алкоголь, потом остается такое послевкусие, чуть-чуть винное, и вам не обязательно использовать для этого дорогие вина. Сюда же мы добавляем чернослив. И дальше добавляем сюда специи. Перец, лавровый лист. Теперь, как только закипит вот этот состав, он уже еще пахнет. Теперь мы можем туда добавить соль и перец. Когда бульон уже чуть-чуть проварится, тогда мы проверим, какая консистенция солевая, чтобы разобраться, досаливать нам или нет. Ну вот он уже и закипает очень быстро. Достаточно быстро. Но прежде чем я положу кролика, я его не положу до тех пор, пока вы не подпишетесь на канал. Я жду. Да, Толик молодец. Марфа Филипповна молодец. Света, не сиди сиднем. Давай, подписывай, молодец. Вот кролик, я его кладу и сразу же буду ждать своего гостя. И вот я хочу вам представить своего первого гостя, за которого я болел как за футболиста, и сейчас болею как за тренера. Александр Хацкевич.
пока вот вода, но кролик Да ладно, готовится. только вода? Ну тогда за встречу. Да, пока за встречу, да. Третий придет, тогда Третий мы чуть- придет, да, тогда это уже солидно. Скажи мне свое отношение к большому спорту. Интерес на самом деле начал падать. И притом он падает у простых болельщиков. На сегодняшний момент столько других, наверное, проблем, да, у людей, что вот эти соревнования больших достижений, да, они уже настолько, на самом деле, становятся неинтересными. Ну да, я думаю, что он подогревается скорее такими, знаешь, государствами. То есть там государство, как если взять даже наше государство, то это попытка вообще, по-моему, так подкрашивать труп и сказать, что вот мы реанимируем, он пойдет сейчас. Когда государство контролирует полностью весь спорт в стране, Да. то для кого он? И вот тут я не знаю, я вообще не понимаю сейчас, зачем тратить деньги. Вот какой в этом смысл? Помнишь, был такой конькобежец Игорь Железовский? Да. Да, это был мой друг, и он однажды встал на заседание Олимпийского комитета и сказал, а давайте мы оставим те виды спорта на финансирование, которые имеют перспективы, типа фристайл, типа биатлон, и что-то там еще, да. И говорит, остальные мы просто снизим и перенаправим деньги на детский спорт, на оздоровление, на профилактику здоровья и так далее. И мне кажется, это была такая какая-то здравая идея. То есть, ну какой смысл поднимать 70 видов спорта, в которых мы там никто? Давайте мы будем участвовать во всех. Вообще, да, всех да. видах во всех. спорта и И везде пошлем будем- в самую большую команду. Да, в самую большую, но будем средненькие. Да, да. Вот и всё. Ну да, и что из этого? Из А что, этого- какая, в чем победа-то? В чем победа? Показать, что все-таки у нас все хорошо. Вот все только показать. Ну, показать, вот все посмотрели и такие, ну, молодцы, ребята. Да, сегодня без флага, Да, сегодня без флага. завтра вообще без страны будет. А. Вот. Я увидел, что из бюджета 70% куда-то уходит. Доходит 30% только до команды. Вот же Игорь Железовский рассказывал мне про Олимпиаду в Нагано. Это когда в Японии проходила Олимпиада, и туда же прилетел Лукашенко. И он рассказывал, а я сидел и ловился на мысли, что я вообще не понимаю, он придумывает или это правда, да? Например, ну, парковка самолета, там, типа, она обошлась что-то там чуть не в $500 000, потому что он сказал, пусть самолет стоит. А Не ему все улетает с равно, не Японии, улетает, да, да, да. потому что неизвестно, когда я захочу полететь по важным делам. Потом он сказал своим охранникам проложить ему лыжню. Они проложили ее по рисовому полю, которое запрещено вообще использовать. И это частная собственность была. И заплатили штраф что-то еще больше $100 000. А их ловили с вертолетами. Серьезно? Да, да. И он по этой лыжне пошел кататься как бы. Был момент, когда охранник не хотел уходить, когда ему предоставили билет на показательное выступление фигуристов. И охранник головой перекрывал вид императору. И этого охранника чуть не закопали тут же охранники императора. Ну, то есть вот это приехало вот такое чудо, повеселило всех, улетело, да? А при этом, и каждый день утром построение олимпийцев. Перед ним Да. отчет. Как, что, Вообще, вот Или он настраивал? я думаю, его настраивают. Нет, но если он настраивал, сколько медалей привезли с Японии? Слушай, ну вот ты застал ведь спорт разных периодов. Советский спорт, постсоветский спорт, да. Вот эта штурмовщина, которая была в советские времена, ты ее вспоминаешь с какими эмоциями? С умилением, или с ужасом, или с отвращением, или как? Я попал еще в сборную Советского Союза. Да, я помню период. Это сейчас, когда ребятам говоришь, что ты попал в сборную, ну, сборная, я говорю, ну, тогда они же не понимали, что было 15 республик, да, что нужно было туда, говорится, сейчас по звонку не брали, туда попадали лучше. Но когда ты после сборной Советского Союза, да, приезжаешь одетый, обутый, да, полностью, у тебя зарплата сумасшедшая. Сколько это было? Ну, я в сборной Советского Союза, я еще учился в 10 классе, заканчивал школу. У меня была ставка 750 рублей. Офигеть. Это когда при средней зарплате в 150. Это 89-90 год. Да, ну это еще, да, Это еще перед советский рубль. перед распадом. Родители получали, я в школе учился, я в школу ездил на такси. Серьезно. Я с улицы Танковой, сейчас и на Танковой, на Жудро, ездил в школу на такси, $1.80, я 2 рубля давал, я даже не брал 20 копеек сдачи.
Еще школьник был. Ну вот. Плюс мы еще ж получали и валюту, когда выезжали Да, за еще границу. суточно, Я да. когда заходил в «Березку», А, ты же да, в Березку меня легально смотрели заходил? тогда. Это меня тогда не пускали? Мальчик, куда ты идешь? А я показываю, у меня есть. У меня есть за что купить, да? Поэтому я, те времена, конечно, вспоминаются. И потом, когда вот это все начало, да, все рухнуло, и когда ты уже играешь там в Минском «Динамо», и не понимаешь, когда у тебя зарплата, какая она будет, Да. что это будет. Вот это вот. Да. Вот такой вот переход был очень резкий. Клубы, Ну, потому я что- тебе скажу, что вот я болельщик Арсенала, там больше 20 лет, да, и, например, сейчас Кивер играет защитник за Арсенал, Мгм. и еще могу назвать там ряд польских. Белорусских футболистов нет больше нигде. Они где-то... Уровень. Да, вот что, все, да? Все равно все зависит от уровня. То есть все, закончился уровень, или как? Получается, что да. Сегодня, вот если мы говорим за Польшу, играют два футболиста. 2 белоруса всего? 2 белоруса. Хотя здесь должно было бы быть их... Все, кто у нас там не может реализоваться, должны были бы здесь быть. Ну, должны были быть или не должны, но мы все равно будем говорить об уровне. Если Да. у тебя этого уровня нету мастерства, тебя никто никогда никуда не пригласит. Ну, конечно, да, нет, безусловно. Сколько украинских футболистов играет сегодня в Англии? Да я жду каждое трансферное окно, я жду, еще будет. И уже ты сейчас еще до трансферного окна еще как до Луны, а уже ты уже видишь чарты, где они уже перечислены. Понимаешь, это поразительная история. И при этом говорят, страна-то воюет. Я говорю, да, но посмотрите, что творится. А в Украине как отношение было к спорту? Я приехал в 96-м году в Украину. Ну, я буду говорить, что, тоже вот за тот же футбол, да, сначала. Вот я видел, как все это было по отношению к национальной сборной. Потому что ты же все равно сравниваешь, как в Беларуси, как в Украине. И вот ты приехал, 96-й год, наша мета там чемпионат мира, да, не попали на чемпионат мира, на следующий цикл отборочный по всей Украине, наша мета чемпионат Европы 98, да. Не попали. Следующий. И все равно попали. Есть да, мечта, да? У страны есть мечта. А у нас сейчас, я не могу назвать, кто сейчас играет вообще в Беларуси. Хорошо, тот же легкая атлетика Нестеренко, да? Потом... Нестеренко, видишь, вот и... Ну да, и сразу, да, но это искусственно все. Ну да? все, конечно. В Украине, да, были же тоже и в прыжки, в тройной Бубка, прыжок. Борзов, да? там, и так далее, олимпийские чемпионы, да, Бубка. Да, все равно там спорт частный. Да, Олимпийский комитет поддерживает олимпийские виды спорта, но все равно еще есть частные деньги в любом виде спорта в Украине. Да, и, кстати, к слову сказать, знаешь, видно было, когда вкладывались даже те же там олигархи, все эти Суркисы, Ахметовы, как они вкладывались в свои клубы, и что из этого получалось, да? И когда ты вдруг видишь, там в АПЛ играет человек 6, наверное, из «Шахтера», ты такой, да, ну, понятно, что ребята заинтересованы и в развитии, и в продвижении. Потому что они заинтересованы тоже зарабатывать, они не только вкладывают. Конечно, да. Одного мудрика хватило, чтобы неплохо поднять кассу. Ну, там есть тоже свои нюансы. Я говорю, что но 100 миллионов за кого? За какого белорусского спортсмена, когда-нибудь заплатят? У нас был там определенный уровень, да. Некоторые виды прям был такой даже к топам близкий уровень, да. Тоже фристайл тот же, и биатлон тот же. Но... Теперь, то есть политика взяла, все там порушила, да? Теперь мы где? Вот мы были так, теперь что, весь спорт вот так? Или где он? Он вообще существует? Вот, где они играют? Где они выступают? Ездить в Россию, в Сирию? Вот что это происходит? Ничего. Все? Это все. А у кого-то только карьера началась, да? Тоже ребята сами выбирают, да, карьеру? Выбирают. Ну да. Да, но это на самом деле просто, по-моему, ужасно. То есть, Это бесперспективно сегодня. Ехать в Россию, да, вот. Есть предложения у ребят, я знаю, что у многих ребят тоже были предложения и с европейских чемпионатов, но цена вопроса, если тебе в Венгрии платят там 10 тысяч евро, да, а в России тебе заплатят 20 тысяч. А я однажды даже включил белорусский чемпионат, какой-то матч, и думаю, на сколько минут хватит? Вот там 3 или 5 у меня хватило. То есть это просто невозможно смотреть, то есть невозможно.
Невозможно что, картинку или уровень? Нет, уровень, это все какое-то не про что вообще. Что это? Я видел лучших там... У меня детство прошло там с Прокопенко, там, вот это, потом с тобой, потом еще с кем. И потом, правда, все такое кончилось. Типа, братан, последний, за кого я болел, это Батэ. То есть я еще поболел за Капского. Батэ. Успел, да, за Капского. И после этого все, Арсенал у меня уже Старшего. никаких... Да. Капс. Да. Надо тоже уточнить. И все, и на этом все закончилось. И ты такой, так а как вот, а что болельщик, куда он идет, на какой матч? Куда он приходит, что он смотрит? Слуцк, я не знаю, как это. Ну, это ты тогда с такими крепкими нервами, что даже по телевизору смотреть. А на стадион пробовал попасть? Где, в Беларуси? Да. Ну, я там уже не был 13 лет, я уже там не... Ну, и тогда лучше ходить на Арсенал, поверь. Даже за такие деньги. Ну, не Дзержинский. И не Тульский. Потому что, да, и не Тульский, это тем более. Мы как-то приехали на сборы в Израиль и поехали к Стене Плача, да? Ну и там напишите, загадайте, да. И вот у нас один парень, да, из команды, он написал, да, говорит, хочу играть в Арсенале и хочу играть в Интере. У него мечта сбылась, серьезно. Он играл за Интер Баку и за Арсенал Киев. Он не уточнил города просто. Ну, все сбылось. Или сбылось, да. Вот, поэтому здесь нужно сейчас уточнять. Сейчас ребенка куда отдавать? Вот что в Беларуси делать? То есть, или вообще не планировать никакой спортивной карьеры, или вообще не планировать просто занятия спортом? Вообще не знаю. Я не могу дать четкого ответа. Все равно нужно заниматься. Заниматься нужно, я тоже, нужно, безусловно. Но, понимаешь, качество какое будет, да, и какой будет результат, это уже другое. может быть, тогда просто детям белорусским просто заниматься вот этой как спортом, как физкультурой. Но он и так сейчас... А вот прикинь, такое, типа, там, мне бы там было там, 18 лет, я такой мастер спорта, хлоп, наступили вот эти времена. И ты такой под нейтральным флагом, под фиолетовым флагом неопределенной формы. То есть это... Что? Для чего это все? А для чего это? Ну, а если я еще думал же, что я стану, то что, значит, нет? Вот я хочу тебе один пример привести, который меня сейчас очень поражает, очень вдохновляет. У нас есть подруга, она белорусская, но польского происхождения. Зовут ее Хелена. Хеля мечтала всегда, она страстная болельщица Баварии, и сейчас ирония судьбы, что Арсенал будет играть против Баварии. И мы очень близкие друзья, но она мне пишет, жаль, была такая хорошая у нас с тобой дружба. Все уже, да? Вот жеребьевка, да? Все сразу. Да. И она говорит, у меня мечта создать футбольный клуб. Я говорю, ты понимаю, там, мы долго обсуждали. И она говорит, что, а ты не хочешь тоже как-то поучаствовать в этом? Я говорю, что я с удовольствием, потому что она предана делу, она безумна. Она организовала здесь белорусскую школу в Центре белорусской солидарности, в которой сейчас учатся 400 детей. Она директор этой школы, ее создатель. И вот она говорит, футбольный клуб. Я говорю, хорошо. Я говорю, я буду участвовать, но, говорю, у меня одно условие. Если там будут... Первое, ты будешь набирать состав, это девочек. Вот если ты будешь первых девочек набирать, а потом пацанов, или вместе, тогда я готов к этому. Проходит какое-то время, она мне говорит, значит так, сначала будет не девочки и не мальчики, а дети-аутисты. Она в итоге набрала футбольную команду детей-аутистов. Сейчас с ними занимается тренер, который имеет, белорус, который имеет сертификат УЕФА. И у него жена занимается аутистами. И эта эта команда уже начала тренироваться. И вот этот здесь, в Польше, делает белоруска. Просто стать перед ней на колени. Меня вот это вдохновляет. Знаешь, Конечно, вот такой спорт. Я просто, у меня фонтан бьет в голове. Потому что я представляю, и она говорит, у нее же учатся 400 детей, есть чем гордиться и прочее. Но она говорит, я иду с тренировки, несу мячи, и я самый счастливый человек на этом свете. Я говорю, ну вот, будешь когда-то Грановской, наверное.
Ну, как ты понимаешь, у нас третий вот тут. Наконец-то. Да, и хорошо тебе известный. Саша Ивулин. Ну что, кролик, знакомься, это два Саши. Саша — это кролик. Собственно говоря, самое полезное из всех видов мяса. Может быть, диетическая, спортивная еда. Форму поддерживать. Конечно. Великолепно выглядит. Да, ну вот приятного аппетита, смачно есть. Приятного. Класс. Но я заметил, что футболисты, как только заканчивают карьеру, их несет с точки зрения веса. Ну, хорошо, что я не начинал. У меня наоборот все получилось. Саш, почему так? Я так плохо выгляжу? Нет, это я же говорю, не про тебя будет сказано. А. А вообще, я помню, там сам Бинское Динамо, то еще это, там такие все такие, оп, такие все, 3 толстяка, понеслось. Да нет, я не сказал бы. Конечно, есть определенный тоже тип спортсменов. Не только футболисты. Или расслабляются. И Когда это- ты долго живешь в одном режиме, потом... Ну, конечно, когда ты живешь, вот ты правильно, Коль, сказал, да, ты живешь в режиме. За тебя думают тренировки, за тебя думают, что Ну да. питаться, как питаться, да. А когда это заканчивается, конечно, ты позволяешь себе намного больше уже. Мгм. Не только еда, алкоголь тоже. Ну давайте за здоровье, и за Вот. встречу. Вот, закончим. Наконец-то. Мне кажется, это финальная заставка, можно расходиться. Как ты относишься к спорту больших достижений? Мне кажется, что спорт вообще любой — это отражение того, что происходит в стране. Ну, то есть это вообще, мне кажется, самое лучшее зеркало. Спорт в Англии — это показатель того, что происходит в Англии, что люди ходят развлекаться, люди ходят платить за зрелище, люди получают Ну, люди удовольствие. вообще-то сами платят за участие в спорте. Конечно, ну это очень круто. Но мне почему-то не очень прикольно смотреть за легкой атлетикой. То есть, ну, пробежал человек за 10 секунд. Ну, а где элемент шоу, где там Да, еще что-то крутое? И для меня супер понятна история с топ-лигами, с классными командами чемпионата, потому что каждый год ты смотришь новый сериал, который вообще Абсолютно. непонятно, как закончится. И в этом смысле мне кажется, что спорт в разы, при всем уважении к театру, в разы интереснее театра. Ну, конечно, это экспрессивнее, интенсивнее, Конечно. естественно. К слову сказать про театр и футбол. Ты знаешь, по какому принципу создан Белорусский свободный театр? Нет. По не принципу тотального футбола, который разрабатывал Ринус Михелс, тогда с Кроефом, голландская сборная. Тотальный футбол. Каждый может сыграть каждого. 3 позиции. Да, ансамблевая игра, игра в пас, прессинг по всему полю, быстрый переход от обороны к атаке. Вот, собственно говоря, мы это просто переложили на театральный принцип. И он сработал в мире. И, к слову сказать, Михелс тогда тотальный футбол придумал, а он ведь только сейчас оказался востребован просто везде. Ну, его уже доводят до какого-то такого более совершенства. Да, абсолютно, абсолютно, да. Ну, мне кажется, что даже тот же Лобановский очень сильно время опередил с киевским. Да. В чем была сила того же Лобановского, да, понятно, что вы говорите, опередил время, да. Он все поставил в цифру. Ну, Все перевел в просто цифру. Эффективность игры, количество действий. что тогда не делал? Количество перейдет всегда когда-то в качество. Да. Ты сейчас говоришь, там, да, вышли, играют. В Беларуси это невозможно. Что, куда детям вообще деваться? Ты последний. Из нас ты был последним в Беларуси. Ну, блин, мы играли во дворах. Когда, ну, и по возрасту, и по всему мы еще играли во дворах. Сейчас смотришь во дворы, это бетонные коробки. И мне кажется, вообще сейчас у родителей супер тревожность. Потому что куда пошел, как пошел, зачем пошел. А ты уходил, я не знаю, не вам мне это объяснять, ты уходил и просто на день приходил вечером, Да. и мама ходит, тебя загоняют Да. уже домой. А сбросьте мяч. Ну да. Да. Вообще А у кого есть мяч? Да? А самый страшный, да, такой момент, когда ты возвращаешься с другого двора, уже потемнело, и тебе говорят, тебя мама искала, и ты думаешь, все, Да капец. Да. придешь сейчас домой.
Вот, и я супер согласен с Александром Николаевичем по поводу того, что, ну, люди немножко поменялись. То есть раньше добыть мяч, это было просто вау, достижение. Сейчас, ну, просто мячей очень много, и я даже вот не вижу... Это классно, что появились классные площадки и так далее, но я сейчас не вижу, чтобы люди, дети просто вот выходили и там пропадали. Да. Но дело-то не только в этом, а в том, что приезжаешь в любую страну, в Канаду, в Штаты, эти площадки везде, вот просто везде, там количество бассейнов везде, да. Приезжаешь к нам, про какие катки речь вообще? Что, про какие катки? Каток, это мне надо, значит, сначала сыну купить форму, это будет стоить $1 миллиард, да, а потом еще на $1 миллиард тренера оплачивать. То есть о чем речь идет? Как это есть какой-то вариант там изменить эту систему или нет? Понимаю, что при этой власти, наверное, нет, потому что ее интересует больше всего там какая-нибудь медаль. Тогда в плавании только плавки и все. Строят же сейчас национальный там этот... Да, китайцы, да. Вот. Нет, не стадион, а бассейн. Там тоже китайцы. Бассейн. Мне рассказывал, опять-таки, упомянутый сегодня Игорь Железовский, Земляк, второй аршанец. Он говорил, давайте построим крытый каток для конькобежцев. Это не только про белорусов речь. Мы же своих поднимем, но помимо этого еще к нам поедут все сборные из близлежащих стран, потому что очень мало как бы этих... Все идут на Медео, да, там в Казахстан. Лука говорит, хорошо. Игорь говорит, у меня есть и даже инвесторы, и голландская компания, которая строит катки, и она сделает. Он говорит, у нас есть свои люди, все будет нормально, ты не переживай. Ну, Игорь говорит, это же звонок раздается, и какой-то чувак говорит, здравствуйте, вот тут нас отрядили наши там РСУ там заниматься этим катком, нам надо, чтобы вы нас проконсультировали, где там старт и где финиш. Чуваки, которые участвуют в соревнованиях по спортивной ходьбе, у них там есть фан-клубы какие-то, нет? Не слышал. Ну, мне просто интересно, вот просто как это можно болеть за вот эту историю. Ну, то есть ты идешь в супермарафон, вот просто ничего не меняется, ты просто ребят, но идешь. это все равно, это профессия. Это знаете, какой тяжелый труд. Это понятно. Только как... Да, я тоже не мог понять, да, это вот если мы вернемся, вот Коля говорил, да, там фехтование, там рапира, сабля, да, для меня это там темный лес. Но мы видели вот это все, когда приходили на Даумана, проходили медосмотр, сверху стоишь, да, и мы вот стоим с ребятами, да, там уже, ну там, в 7 лет уже ты туда ходишь, проходишь медосмотр, и говоришь, вот как можно не любить футбол, да, чтобы пойти заниматься этой. Но кто-то идет, спортивная ходьба. Безусловно. Там Iron Man, да, тоже смотришь на этих ребят, да. Но это шоу. А здесь, да, тут нужно или... Ну, обычная спортивная ходьба. Сейчас вот у нас девочка в Лос-Анджелесе, да, заняла 2 место, сделала квалификацию на Олимпиаду. Марафон. Ну, марафон, да. Но все равно. Превозмочь себя. Да, Да, ты фанатов здесь точно не... Так вот, абсолютно. Да, я понимаю, что вот когда говорится про спортсменов, это понятно. То есть, но когда страна бьется за то, чтобы провести Олимпиаду, 6% денег только отбили немцы, да, по-моему, Россия там вообще нисколько, там что-то там по 20 миллиардов они ухнули туда. Там. Ну, показывают же, что в плюсе. Ну да, 100%. Но и здесь показывают же все равно, что в плюсе. Но здесь же эта история про вот режимы, понимаете? Про режимы. Так нужно же показать все вот это. Я абсолютно не понимал, зачем Беларуси устраивать вот эти европейские игры. Это вообще абы что. Я вообще не понял, что это за соревнования вообще. Европейские? Да, европейские игры. Это звучит, красиво. 100%. Беларусь принимает европейские игры. Ты же на них еще был, да, там? Да, я еще делал опросы, я там веселился чуть-чуть. И, это просто такая история. А ты понимал природу этих соревнований вообще, что это такое? Да, я сейчас пытаюсь объяснить. Это было как часть квалификации там на чемпионат Европы. Подготовка, да. То есть, нужно было выполнить какой-то норматив. И, в принципе, это все продавалось, как будто у нас своя Олимпиада. А по факту уровень там спортсменов, уровень всего был, супер низкий. То есть, по сути, это такие студенческие аматоры-любители. Да, студенческие игры, которые заворачивали в такую вот упаковку. Именно тогда один персонаж сказал, что на них, что вот мы покажем вам уровень, и Минск будет скоро столицей США. Вот это было один из первых вот тогда. Вот, в принципе, и вся вот эта вот движуха, когда
абсолютно там были потрачены очень большие деньги. Они, понятное дело, не отбились, но ради того, чтобы показать, что Минск — это столица США, вот это вот все У вбахивалось. меня ощущение сейчас, что вообще в белорусском спорте ни на чем нельзя заработать денег, если говорить об спорте как о бизнесе. Ну, даже, для меня еще тоже показательный момент с того, куда пришел белорусский футбол. Сейчас Ты не установили... у меня спрашивай. Вот, Да, сейчас установили в чемпионате Беларуси потолок зарплат. Вот. В 2020 году еще такого не было. А сколько там потолок? Для тех, кто играет в сборной Беларуси, надо посмотреть цифры точные. Порядка 15 тысяч белорусских рублей потолок. Максимально. А для тех, кто не играет, там порядка 8 тысяч белорусских рублей. Показатель то того, только, как быстро... Только на такси в школу и поездить. Александр Николаевич бы бутсы бы не зашнуровал бы за такую зарплату. Вот, и это для меня тоже супер показатель, как за... Потолок тренерам тоже установили. Да, тоже установили. Там это порядка... как обесценивается все, да? А вообще, а если клуб частный, то что это? А если клуб частный, то, к сожалению, ты практически не можешь Вот это не можешь зайти участвовать никуда. в чемпионате. Ну да, собственно, да, все, Так да, и работает. закончилось. То есть, мы все знаем историю с конкашами, которые до сих пор вынуждены играть там в третьей лиге, да, из-за того, что клуб частный, клуб в 2020 году вот так себя повел. И вот это показатель, мне кажется, вот так, с чему я начинал, что спорт — это отражение всего, что происходит в стране. То есть с 2020 года, за 4 года мы скатились прям Нет, в ну видишь, такое... уже же как бы нету и флага, да, и нету уже ни гимна, ничего нету. То есть как бы и получается, что весь этот смысл потерян. То есть по большому счету потерян вообще смысл спорта, да. То есть я уже даже не про большие достижения, а вообще заниматься с точки зрения карьеры спортом уже получается, еще тренером можно уехать, а спортсменом так еще и не каждый уедешь, да. Если ты еще заигран за сборную был, то все уже. Для меня тоже еще такая показательная история. Я ж пока сидел, я набирался опыт. Ну, конечно. То есть я смотрел на... Ты там за кого играл? Я за один из отрядов. Чемпион зоны, на секундочку. На секундочку. Не кубка его, конечно, как Александр Николаевич. Это тоже достижение. Да. Так вот, и мне просто была очень любопытная ситуация. То есть ты там видишь абсолютно разных людей, и заехал парень на 3 года, он из какого-то провинциального города. Контракт на 3 года. Да. Из какого-то провинциального С города. правом продления на год за плохое поведение. Он заехал по 328, это наркотические статьи. Употребление допинга. Если давай переводим нормальный. Нам твои вот эти вот разводки не нужны. Нет, прикол в том, что он нашел где-то там в лесу, по рассказам, нашел где-то в лесу там какое-то растение, засушил и там что-то продал кому-то или отдал кому-то. То есть вот за эту историю там растение маленькое, 3 года человек получил. Во-первых, это жесть. Во-вторых, он был в своем периферийном городе тренером по тяжелой атлетике. Вот. И он говорит, что... И в тюрьме себя нашел, вообще? Нет, в тюрьме я не знаю, как у него обстоят дела, но, во-первых, это очень такая серьезная, наверное, тема, потому что, за такую вот мелочь он получил 3, но это не важно. Важно то, что он рассказывал про то, как у него обстоят дела с тренерством. То есть он там говорит, вот у меня группы 2. Во-первых, не хотят родители отдавать детей в тяжелую атлетику, потому что у них в голове, что, они будут тягать тяжести и все такое. Там, рыжие, все. Но он говорит, что этого нет. Тебе приходится... Копнуть то допинг. Да, тебе приходится это все объяснять, И вот он зарабатывал там 300 рублей или 400, работая тренером в периферийном городке, где никто не хочет тебе давать. Надо сказать. Вот, и вот что делать людям Я не знаю, в таких ситуациях. И вопрос. о каком спорте там мы говорим про то, что люди не могут даже себя обеспечить. А он какой-нибудь ФК закончил? Да, он там делал себе карьеру, там мастер спорта, и вот он имеет с тем, что имеет. 300-400 рублей. В чемпионате Беларуси большинство команд сейчас, футболистов средних, зарабатывают нам порядка 2000 рублей белорусских. И это же история к тому, что ты ничего не умеешь после, по большей части, ничего не умеешь. 2000 ты нас тоже не напугал тут.
Ну, это все равно, это я беру в среднем. Ну, это же, блин, беда. 2000 белорусских рублей ты всю жизнь вкладываешь в спорт, и Ну, дальше только хуже. Так это и получилось по 500. Да? То есть, как обещал по 500, вот вам по 500. Так я же говорю про 16 команд высшей лиги. А в первой лиге что там? Там да. Какая у нас нижняя лига? Д3 есть. Ну, 3 дивизиона есть. Первая, вторая. Высшая, первая, вторая. Ну, во второй там все любители сейчас. В первой там, я не знаю, сколько там зарабатывают. Саш, скажи, например, Минское «Динамо», оно бы, вот нынешнее, оно бы в чемпионшипе, что было бы с ним? Я не знаю уровень сегодняшнего Минского «Динамо». За чемпионшипом я слежу, потому что там один из моих воспитанников все равно там участвует, да, выступает. За кого? За Сандерленд Трусин, да, играет. Ну, и я так где-то там, ну, попадается на глаза, я смотрю. Понимаю. Но уровень Минского «Динамо» точно я не могу сказать. Как не могу сказать, что на сегодняшний момент уровень сборной. То же самое. Потому что мне просто то, что неинтересно, да, мне безразлично сегодня. Я общаюсь с тренерами, которые работают, я говорю, ну, обесценивается полностью ваш труд, да, там. Они говорят, а что делать? Я говорю, так завтра скажут, что надо идти еще работать, да, с утра. Да, воевать еще скажут. Или идти нужно будет на завод и ремонтировать технику там какую-то, да, а потом вечером будете проводить тренировки. Ну, говорит, а что делать? Я их тоже могу понять. Что бы вы делали с белорусским спортом? Вот глобально с белорусским спортом, если бы, вот представьте, изменилась ситуация и вам позволили штурвал покрутить? Частные деньги – это раз, да, и на эти деньги приглашаются специалисты. Да. Да. Вот Безусловно. Да. Я когда работал в сборной Беларуси тренером, да, ну и там приходили мы с моим помощником, испанцем, на тренировки академии, да, тогда создавались эти академии, строилась вот эта академия, да, вот это 16-й год, наверное. И мы приходим, смотрим, да, работают тренеры. Да, хорошо работают, все вроде, да, здорово. Мы говорим, ну вот там методика, они говорят, вот там голландцы присылают методику, да. Ну хорошо, присылают. Они все красиво показывают на компьютере, все фишки расставлены, все здорово. Ну вот упражнение дали, и оно вот идет, да, вот просто крутится. Тренер не останавливает, как правильно, как корпус поставить, как ногу поставить, да. Есть шаблон, все. Отрапортовали, мы выполнили. Все, мы программу выполнили. Я говорю, давайте, говорю, вот приедут, да, вот иду, будет здесь чаще, да, поставить там работу. И нужно еще показывать детям, да. Упражнения там, ну, сейчас в интернет залез, да, упражнений. Да, куча. Сценариев много, да? Качество. Да. И вот это страдает. И говорю, что мы готовы приехать люди. Я с Румасом поговорил, Румас говорит, все вопросы там к Сафаряну, да. Но когда стала цена вопроса, она не такая большая. Что люди готовы были приехать и сидеть, да. Вот как в киевском «Динамо» пришли испанцы, пришли аргентинцы, там, латинос, да, в Академию Шахтера. Результат сразу виден. И продают футболистов и по 25 миллионов, и по 40, и по 50, и за 100 миллионов уже продают украинских футболистов. Но все упирается в кадры. Ну, конечно, конечно. Но мне, например, вот эта идея выбрать те виды спорта, в которых еще может что-то происходить, и остальное... Ну, нет. Я думаю, нет. Мы не зимняя страна, поэтому никакие там лыжи наши не пройдут. Я думаю, что это вот... Ну, то, что... Ну, да, лыжи относительно там фристайл, наверное. Может быть, там и какие-то игровые ставить, чтобы развивать лиги, наверное. Потому что мы страна-то не маленькая. Мы не Литва, блин. Но при этом в Литве, я не знаю, вы же видели, наверное, что творится в Литве, как поделили Шарона поделили баскетбол по городам, да, создали свои эти центры. К Шаронусу приходишь в центр, там капец, там в выходные играют семья на семью, чемпионат, команд 180. Рубятся там папа, мама, сын, папа, мама, дочь. И это шоу бесконечное, то есть бесконечное. И поэтому что удивляться, что они в баскетболе там в тройке, в четверке. Результат сборной, да, показатель. Потому что, ну, они выбрали этот вид спорта, да, и вот да, и он же классный и в том, что это, в том числе и для физики, и для всего, он как бы со всех сторон хорош. Окей, а какой у нас тогда? Это я по несчастью хоккеист.
Ну, мне просто кажется, что на самом деле у нас как раз-таки футбол по первой профессии. Нет, по первой профессии он историк. Вот и все. Поэтому мы можем смеяться, да, это здесь смешно, там не смешно. Нет, Там все ниже уровень. Да. да меня больше всего, честно тебе скажу, кто, вот, если говорить там про профессиональных спортсменов, вот это то, Кролик что... потрясающий. Я Саша, ем. что ты ешь? Посмотри, у нас Я уже просто- ничего не осталось. Я просто Давай. заслушался. Заслушался. Это Ну, мы тебя реально. заслушали. Не, ну просто мне кажется, что как раз-таки... в Не, Беларуси- поешь, а мы, да. А, ну мы давайте. там. Как раз-таки футбол, ну, 100%. Кстати, да. нужно Ну, быть мне футбол. кажется, что самый любимый и массовый все-таки футбол, потому что ты смотришь на количество тех же любительских лиг. Ну, Абсолютно. в том же Минске, когда я еще там был, там самая большая любительская футбольная лига в Минске была. Там было 4 или 5 дивизионов по 20 команд. Ну, то есть это достаточно большое. Плюс там достаточно много было в Минске мини-футбольных Ну, и любительских кромкачи лиг. многое показали. Ну как бы да, тоже, да, то есть ты смотришь, и ну, футбол реально есть только, как сказал мне в Кипре Александр Николаевич Хацкевич, что нужно, чтобы были зачаты руководители в футболе. Я Чтобы уверен, было что можно просто приглашать из других стран, в том числе на руководство федерации и прочее, потому что очень странно, что это не делается. Это все время этот гонор, знаешь, такой, у нас лучше. Нет, ребята, нет, он лучше. Поэтому поговорите с кем-то там из стран, где это как-то двигалось, да. А желающих найдется, я думаю. Ну, просто получается, что, как бы, да, наверное, футбол, наверное, там, в том числе и гандбол, наверное, тоже. То есть, я думаю, в игровых видах спорта очень много заложено вот этого, как бы, такого национального здоровья, как бы, да, что, и в том числе азарта нашего. Но нужно и шоу делать, нужно же как бы об этом еще думать. Что, получается, что любительский турнир там в Варшаве ваш интереснее смотреть, чем чемпионат Беларуси. Ну, потому что, блин, это живое все, да, оно все... Это настоящий. Настоящие да, все да. рубятся, да. У меня один знакомый 9 часов рубился, то есть 12. Сейчас так получилось, что в Кубке Польши разрешили на ранних стадиях участвовать команде команде, которая составлена из белорусами. Вот она называлась «Погоня», там дофига было ребят, которые играют там в разных командах, Тим и Вулин. Мы играли там матч 1-256, типа... Ну вы же прошли один? Мы прошли один раунд, и на вот этот матч 1-256... На 128 сломали. Ну да, ну там собралось на трибунах там 300-400 человек. Это просто было восхитительно, потому что люди были готовы просто идти и болеть за своих пацанов. Сейчас в Лондоне, где Катя Снытина играет, перед матчем кто-нибудь из менеджеров подходит к Кате и спрашивает: твои будут? Твои будут, это значит, что за одной спортсменкой приходит сектор. Да. Целый сектор с флагами, с криками, с кричалками. И те офигевают. Они говорят: у нас еще не было спортсменки, за которой сектор целый приходил, к одной, к ней, да. И вот я вижу это, что поддержка-то везде. Она прям... Потому что всем хочется, да, спорта вот такого хочется, игрового спорта своих, и чтобы было за кого болеть. За кого Потому что болеть. за кого болеть, в том-то и дело. Ну, я вот, да, там Приходят на 20... личность. Футбол в Англии — это не про результат. Да. Никто не помнит, кто как сыграл. Ну, помнят только это уже эти, знаешь, такие гики. Это и про историю. Это про сторителлинг. Я читаю книгу, прочитываю там любопытный факт. Потом я стою в пабе после матча Арсенала, и мне чувак, болельщик, рассказывает эту же историю. Так он ее узнал, как в пятой лиге, где играли, какой-то студент играл, и ему дали красную карточку, он выхватил у судьи красную карточку и съел. И говорит: не было красной карточки. Её ж нету И там. остальные все: блядь, Покажи мне. какая красная карточка? Да. И вот и я думаю, блин, вот правильно, они же не знают, что это были за команды. Но истории идет, да. про игроков, про конфликты, рассказали там сумасшедший, когда пришел Анелька, по-моему, в Арсенал и вел себя там, Неподобающим он образом, задолбал всех Но просто. тяжелый был. Я знаю. Тяжелый. Да. И Веера его еще больше это напряженка в раздевалке.
и зашел в душевую этот самый, когда тот наклонился, он ему одним своим местом ударил по щеке. И тот больше никогда не наезжал ни на одного игрока. Он понял, что в следующий раз тот ему просто вдолбит кулаком в землю. Да? Но это вот истории, которые и тебе объясняют все время. Это происходит так-то, так-то, поэтому результаты такие-то. Это. И люди все время об этом говорят. Сейчас был спектакль, который назывался Dear England. Это про этого нынешнего тренера сборной Англии. Он, ну, как бы, как его главная линия проходит. И про историю футбола, в общем-то, про последние все чемпионаты, как выигрывали, проигрывали. И это, я думаю, ну, он, наверное, должен быть, но мне настолько кажется, это было бы скучным, что я подумал, что сюжета такого нет. Как бы нет. Я пришел на спектакль. Я, открыв рот, просидел там 2,5 часа, и sold out, билетов нет, все, и это событие, и сейчас уже обсуждается, где он будет дальше идти, что, потому что это история. Это история. А у нас получается, что даже не смогли выжать из истории Минского «Динамо», где я там при этом как бы много где присутствовал, да, даже помню, как его пыталась ЦСКА украсть Гуриновича, и мы поехали на вокзал, и проходили там с Малафеевым по вагонам, искали Гуриновича. Что вообще бред? Сейчас думаешь, как какой-то бред реальный, да? Но это вот там куча всего, там куча всего. Никто... Прокопенко, да, там просто про него одного можно книжку написать, Да. И детектив вместе с триллером. 100%. И драма, и всё, и комедия. и народная любовь. Да, и все вообще. Он прям вот реально народный герой. Для меня тоже это, ну, проблема, потому что... Потому что я книжку не написал. Ну, да? смотрите, Анатолия Капского не стало 5 лет назад. Да, всего. Ну, как бы сейчас даже вот в БТ просто не... Ну, что есть? А что ничего нету, Есть все. табличка, есть баннер. Ну, нет никак... Ну, просто мне кажется, что личность просто выдающаяся. И Личность калибра вот такого. Книга, фильм, просто все, что хочешь, пиши. Валентин Николаевич Белькевич. 10 Да. лет назад не стало человека. Вот уж где тоже все вместе. Что у нас есть? У нас есть табличка на доме. Всё. Ну и рассказ Саши у Никиты, да, про Ну, который... всё, который- там, Да. и там Владимир Журавель тоже абсолютно классный персонаж. Тоже табличка. Табличка, все. Ну, и собрались этой зимой, там поиграли ветераны пульку. Все. И вот, ну, просто персонажей и личности, истории в белорусском футболе. Мгм. Ну, их больше, ну, вообще в белорусском спорте их больше, чем кажется. Так слушай, еще Просто- куча людей живы, кто это знает, кто Да, это да. помнит, кто Помнит, это. конечно. Собирайте, книжка будет хит, 100 пудов хит. Многое в головах хранится даже не у участников, а у болельщиков обычных. Помнишь же, вот всегда около стадиона стояла эта кучка болельщиков? Да, которые- которые обсуждали. Это кто там капец пахнет. был. Это ты подходишь такой, зацепился ухом и отойти не можешь. А там уже все. Уже знают, сколько Прокопенко и когда. там. И когда, и кому, на какой Спутником, минуте. Да, и всё. Да, это, я недавно рассказываю дочери, говорю, матч идет. Я говорю, вот прикинь, сейчас бы судья остановил в мои времена и заставил всех майку заправить в трусы. Помнишь? Да. На поле, да, да, да. А сейчас молодому скажи, они сейчас выходят на тренировку, бутсы не завязывают. Щитки Ну, не говорит, что это такое? Они говорят, тренер же. Да, но при этом просто, рассказывать, рассказывать о них как о людях, то есть обо всех. То есть Кто? это... Кто будет рассказывать? Ну вот. Там, Ну кто? Там не нужны личности. Вообще-то и Ну вот, должен Там не рассказывать. нужны Вот, личности. понимаете, здесь Вот же мы история- крайнего нашли. Это И тут- вопрос. И тоже история как раз-таки про личности, а не про каких-то там... Вот, он был хороший футболист, статистика, ну там же в каждой истории просто показывать их в жизни. У вас есть ощущение, что найдется кому разрулить ситуацию? Да, конечно, найдется. Какая еда вас отсылает к счастью? Вот просто вот первая мысль, первая ассоциация, я невероятно клубнику люблю. Из грядки, из орши, прям большая такая, бабушки едешь. Сметана, сахар, нет? Нет, просто классическая клубника с грядки, ну просто... я Не не надо знаю. уже было ничего добавлять. Вообще ничего, вообще ничего. Какое солнце в Орше, ты мне скажи. Как ты можешь... Ну вот я, солнышко.
Сам и высиживал эту Вот. клубнику, да. Ну, Железовский тоже ж соршин, как Да. бы там, и нормально. У Это нас... как Папанов говорил, я эту клубнику собственными руками. Да. А у меня наоборот, да, стереотип. У тебя сладкая, у меня соленая такая. Это вот когда, ну, Саша говорит, что в Наровлю приезжал, да, родители, что только школа закончилась, сразу волшебного пенделя и поехал в Наровлю, да, там к деду, к бабушке. И ты вот целый день где-то на речке, там рыбу ловишь, потом в футбол играешь, и прибегаешь домой, да, и там бабушка нарезала вот этих малосольные огурчики, да, вот этот запах петрушки, укропа, вот это, да, и рассол этот. Да. И вот она в такую тарелку наливает, да, и потом достает вот там в чугунном, такой черный чугун, да, и оттуда картошка, да, внутри. И ты вот эту вот даже эту горячую картошку, чтобы быстрее на улицу побежать, бросаешь туда, да, и вот это все, да, вот это вот соленое с этой картошкой. И тут дед приходит на обед, да, и у него все то же самое, только у него такая рюмка запотевшая. И он ее так дал, да, а ты не понимаешь, что это. У деда глаза вот такие. Ему хочется идти дальше на работу. А я дальше побежал. А ты, ну, в голове так, надо запомнить. Вот это надо запомнить, потому что у меня тоже что-то стояло в бокале. Но у меня так глаза сразу... И потом с Новым годом. Валера, с Новым годом. А теперь клубничка с огорода. Вот. Давайте за белорусский спорт во всех его проявлениях, чтобы он выжил и выздоровел. Не чокаясь. Не чокаясь, да. Ладно, это Нет, шутки, мы да. это мы не Это чокаясь, шутка, это мы это за другого. Это шутка. Здесь даже написано, что S это Саша. SH. Все. Сейчас ставят вот эти, когда подписывают футболисты, ставят номера, да, там как- 2-й, 38-й, думаешь, кто это? Расписался, да, да, ты хуй знает. Блин, то есть номер не ставит, да? Спасибо, дорогие. Хочу сказать зрителям. Мы разыграем этот мяч с автографами двух героических белорусских Александров, когда вы подпишетесь на наш канал. Вот между этими людьми мы и разыграем этот мяч. Спасибо, друзья. Тебе спасибо. Спасибо за приглашение. Не надо нам спорт больших достижений. В жопу запикаете слово «жопу» «Ледовые дворцы». Это вообще не наша история. Давайте что-то такое, что нам пригодится. Что пригодится? Пригодятся игровые виды спорта, пригодится здоровье детей и взрослых, пригодятся веселые конкурсы для семей, для каких-то людей, которые бы просто хотели поправлять свое здоровье и за ним следить. Все остальное — аривидерчи. Площадки баскетбольные и футбольные вместо катков. За стоимость одного катка можно построить 1000 футбольных коробок. Спорт в каждую семью. Про легенд рассказы. Журналистам писать про этих героев. Хочу со своей дочкой продолжать болеть за разные команды. Не только за Арсенал и Челси, но и за, например, БАТЭ и Слуцк.